Вы смотрите новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И вот коротко о главных темах этого выпуска. Глава республики Айсен Николаев с рабочим визитом находится в Усть-Алданском Улусе. Какие вопросы обсуждаются с местными властями? Мусор уже не только на свалке. Почему он не доходит до столичного мусорного полигона на Вилюйском тракте? Студенты и незанятая молодежь будут помогать при тушении лесных пожаров в республике. Сегодня глава региона Айсен Николаев работает в Усть-Алданском Улусе. В селе Бараконцы Илдархан примет участие в закладке первой сваи квартальной котельной «Восток-1», возводимой по программе госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В перспективе к котельной «Восток-1» планируется подключение индивидуального жилого фонда и социальных объектов – школы, больницы и детского сада. Кроме того, руководитель республики проверит ход строительства нового здания школы на 450 мест, универсального комплекса спортивных единоборств, стадиона с трибуной на 1000 мест, многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса и культурного центра Тойон-Мюрю. Затем Айсен Николаев проведет заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов Якутии в Усть-Алданском Улусе. У жителей Мирнинского района будет больше возможностей в решении социальных проблем. Таким стал основной итог встречи председателя профсоюза «Профалмаз» Александра Басырова и Галины Данчиковой. Руководитель «Профалмаза», как представитель трудового коллектива «Галроса», попросил депутата Госдумы прокомментировать суть поправок в закон о недрах, а также рассказать, как поправки отразятся на жителях Мирнинского района. Галина Данчикова отметила, что в республике и в Мирнинском районе в частности уже существует практика, когда недропользователи заключают соглашение с муниципальными властями о развитии территорий. В качестве примера Данчикова привела историю строительства в Мирном дома для медицинских работников. Тогда Мирнинский район выделил под стройку землю, а деньги на строительство выделили Галроса и бюджет республики. Как отметила депутат, подобные проекты должны реализовываться во всех сферах – образовании, медицине, занятости населения, экологии и других. Чтобы население, вот говорю о своем субъекте, жители нашей республики, жители Мирнинского района видели, какие условия прихода недропользователя на территорию и пользования недрами, как это будет отражаться на жителях, что они будут иметь от этого, каким образом будут выстраиваться отношения, то есть прозрачность отношений и практика взаимоотношений и заключения соглашений недропользователя и власти любой уровня, муниципальной, региональной, ну, даже берем федеральной. Все больше мусора и бытовых отходов появляется в лесах по Вилюйскому тракту возле Якутска. Дачники, забирая мусор со своих участков, не довозят его до мусорных баков, а оставляют в лесу по пути в город или просто бросают мешки у въезда на свалку. В причинах проблемы разбирался Петр Васильев. Битое стекло, бутылки, бытовые отходы и даже строительный мусор. Такую картину оставляют после себя нерадивые дачники. Собрав всю грязь со своих дачных участков, они оставляют ее прямо в лесу или же просто складируют у ворот городского полигона. Первые сообщения от обеспокоенных дачников начали появляться с началом летнего сезона. Многие из них были удивлены тем, что прием мусора на городской полигон, по их мнению, внезапно стал платным. Даже за небольшой пакет мусора требовалось внести деньги. Однако, как рассказали специалисты, бесплатный прием был лишь в весенний период в рамках акции. До 1 июня мы принимали этот мусор. Сейчас мы также принимаем этот мусор, но уже на общих основаниях. Любой человек может подъехать туда, на полигон, либо туда, либо здесь, взять талоны на захоронение по цене от 123 рублей до 370. Тут в зависимости уже от вида мусора. Тем временем некоторые владельцы дач не придумали выхода лучше, как оставлять свой мусор в лесополосе. Причем лес завален не только бытовыми отходами, но и крупногабаритным мусором. Однако остались и те, кто заботится о нашей природе. То есть получается, это вот близлежащий лес, поэтому будут засоряться, получается, вот этими вот мусорными. Сейчас уже, получается, такая тенденция есть, что где-то там выбросили, здесь, где-то здесь, получается, лежит этот мусор. И все это лежит и гниет, получается. Конечно, это не на руку людям, которые там проживают и вообще. Многие из тех, кто оставляет свои отходы в лесах, аргументируют такой поступок тем, что до города везти мусор далеко, а в районах дач нет специально приспособленных санитарных точек для сбора мусора. В итоге получается своего рода замкнутый мусорный круг.
Решение проблемы предельно простое. Специалисты советуют провести собрание своего СОД. Затем сформировать коллективную заявку и направить ее в городской департамент жилищно-коммунального хозяйства. После необходимых согласований решения Роспотребнадзора в районе дачных участков по предложению самих же дачников может появиться санитарная точка, которую будут регулярно вывозить. Петр Васильев, Александр Нестеров, Илья Сыромятников, Якутск. Тем временем эпидобстановка в Нерюнгринском районе обостряется. С началом сезона отпусков нерюнгринцы выезжают в другие регионы и за границу, поэтому отмечается рост количества впервые выявленных лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Если на прошлой неделе регистрировалось от 3 до 4 случаев в день, то на этой неделе это уже от 6 случаев и выше. 70% заболевших составляют люди трудоспособного возраста от 30 до 40 лет. Случаев заболевания среди детского населения на сегодняшний день не зарегистрировано. В связи с ростом заболеваемости оперативным штабом продлены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий до 25 июня. С нашей стороны также продолжается обеспечение контроля за выполнением, соблюдением противоэпидмероприятий, включающих в себя ношение масок, соблюдение дистанции, использование на объектах с массовым посещением людей устройств по обеззараживанию воздушной среды. И, конечно же, наиболее эффективной мерой профилактики для любой воздушно-капельной инфекции остается вакцинация. Студенты и незанятая молодежь помогут при тушении лесных пожаров в республике. Продолжается набор бойцов в противопожарный отряд «Прометей». Молодежь будут направлять в отряды быстрого реагирования и усиленного характера. Для тушения действующих очагов пожара бойцы помогут провести минерализованную полосу и уберут сухостой. В специальный отряд всего отберут 50 человек, но в зависимости от пожарной ситуации количество бойцов может увеличиться. Добровольцы могут подать заявку по электронной почте в региональное отделение Всероссийской организации студенческих отрядов. У нас требования с 18+, ну, и иметь желание, и вот желательно, чтобы это были студенты очной формы обучения, но мы также можем здесь трудоустроить и нерабочую молодежь. Вот. А по заработной плате, то есть у заработной платы есть два источника, например, сезонных рабочих, да, в режиме ожидания, это из регионального бюджета, там заработная плата пойдет сразу после работы. Получается, в каждом районе есть районные филиалы ГАО «Россия Якутлесресурс». От них идет общая координация по пожаротушению. Проживание будут предоставлять вот именно администрации районных наслегов, где происходит именно пожаротушение. Вот. По питанию также. Сегодня Якутск в очередной раз стал участником эколого-биологической акции «Добрые крышечки». Что это за акция? Более подробно нам расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи со студией. Дмитрий, приветствую. Ждем подробностей. Ваня, добрый вечер. Ну, как вы видите, здесь стоит вот такой оригинальный бачок, где может каждый житель и гость столицы кинуть свою крышечку и стать участником этой благотворительной акции. Ну, а сегодня здесь, на территории данного магазина, проводят раздельный сбор этих крышечек. Они их делят сортируют. Вон там собрались у нас, получается, участники данной акции, волонтеры. Ну, а более подробно сейчас об акции мы поговорим, конечно, с директором Якутской экологической компании, который нам более подробно расскажет об акции. Здравствуйте еще раз. Ну, расскажите вообще, что за акция и кто принимает участие? Здравствуйте. Мы собираем крышечки с 2019 года и участвуем в этой акции. А вообще акция родилась в 2016 году в нашей стране. Мы являемся, так скажем, некоторым региональным оператором. То есть все крышки, которые собираются на территории Республики Саха-Якутия, они привозятся к нам. После этого мы проводим дополнительную сортировку и уже отправляем их на переработку. А смотрите, на территории нашего региона, вот мы, город Якутск, вообще республика, который год принимает участие, и сколько крышечек за это время было сдано? Мы уже отправили на переработку 600 килограмм крышечек. Сейчас на нашем складе есть еще 600, и, надеюсь, сегодня мы насортируем где-то около тонны, и того будет порядка больше 2 тонн крышек уехало на сортировку.
и после чего крышки будут сданы на специальный завод по переработке, а вырученные деньги отправятся в фонд, который помогает детям-сиротам с ограниченными возможностями. За все время акции фонд помог 46 детям, в том числе 2 детям из нашей республики. Одна это девочка Алена из города Покровск, для нее была приобретена коляска стоимостью 336 тысяч рублей, а также второй тренажер был приобретен для мальчика Жени из поселка Черский, примерной стоимостью тоже в районе 360 тысяч рублей. Вот так такие маленькие, абсолютно не такие, знаете, вещи превращаются в очень нужные предметы для детей, которым они, в принципе, были недостижимые для них. Иногда. Смотрите, вот такие крышки сегодня вот и в столице региона, где можно сдать и как вы принимаете их? Такие крышки можно сдать, пунктов становится все больше и больше. Участников, партнеров акции также становится все больше и больше. Сейчас можно сдать в 7 дополнительных офисах Сбербанка, в моих документах, а также некоторые школы начинают присоединяться к этой акции. А вообще, в принципе, можно собирать эти крышки дома, накапливать и привозить к нам на Вилюйский тракт. У нас здесь большой накопитель. Все равно они со всех этих пунктов потом будут переданы к нам сюда, приедут, поэтому... Масса вариантов, куда можно сдать сейчас крышки, в принципе, получается. Ну, я хочу попросить оператора отснять. Вот, смотрите, это, получается, уже сортированные крышечки. Сейчас мы пойдем, узнаем у следующего нашего спикера. Это у нас сотрудник экологической компании, волонтер, который непосредственно сегодня участвует в сортировке этих самых крышек. Александр, здравствуйте. Расскажите вообще, какие крышечки попадают в акцию, какие мы выкидываем. Да, день добрый, здравствуйте. Действительно, образуется некоторое количество засора, но нам подходят в основном крышки от 5-литровых бутылок, от питьевой воды. И образуется засор, такой, как, например, батарейки, другой различный мусор, который наша задача сейчас собрать. Но на самом деле у нас уже есть большой успех. Сегодня мы собрали 5 мешков. Ну, можете нам вот зрителям показать, какие крышки у нас не подходят? Ну вот здесь у вас получается это те, которые подошли, да. А какие крышки у нас не подходят, какие мы берем и выкидываем? Да, давайте посмотрим. Вот смотрите, в 19-литровых бутылках часто идет вот такой вот пенистый наполнитель. Такие крышки не подходят для сортировки. Также не подходят для переработки крышки от бытовой химии. Ну и, соответственно, вот такой засор. Часто тоже попадаются батарейки, алюминиевые банки, пакеты. Вот часто нам приходится убирать. А какие крышки из-под сока и вот таких маленьких напитков не подходят? С резиновой прослойкой. И все остальные подходят? Все остальные подходят, да. Хорошо, спасибо. Ну, на этом у меня все. Это действительно хорошая акция. Это не сбор денег, а именно тут можно просто прийти, сдать крышечки и стать участником такой большой благотворительной всероссийской акции. Иван, на этом у меня все. Дмитрий, благодарю тебя. Напомню, на прямой связи со студией с акцией «Добрые крышечки» был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. День призван привлечь внимание общества к проблемам экологии, которые приводят к изменениям климата, экстремальной погоде и засухам. Как мы знаем, наш регион имеет резко континентальный климат, когда зимой температура воздуха опускается до рекордных показателей, а в летнее время поднимается до 40 градусов и выше. Так, народные синоптики этим летом обещают жаркое засушливое лето. Но, несмотря на это, в ряде районов Якутии предрекают сильные ветра, ливни с градом, сухие грозы, из-за которых возможно возникновение лесных пожаров, что в свою очередь тоже иногда приводит к засухе. До конца этого месяца специалисты гидрометцентра прогнозируют на большей части республики умеренные теплые дни без сильных осадков. В ближайшие сутки с выходом фронтального раздела уже китайского циклона в Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются ливни и грозы. В западных и юго-западных районах республики сохранится неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории установилась сухая жаркая погода. В выходные дни будет интенсивно воздух прогреваться. Температура преодолеет 30-градусную отметку. Сухая жаркая погода сохранится и на следующей неделе. К этому часу пока все новости. О развитии событий вы узнаете в наших следующих выпусках. Не забывайте на необходимости носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.